вы помните, я говорил, что в детстве отец меня повел в Якутский театр. Я тогда совершенно ничего не понимал. Я только был поражен вот этой красочной картиной звука. Но я подозреваю, что среди тех номеров, которые пел тогда народный певец, наверное, были песни из Аланхо. Скорее всего, там было так. По-настоящему Аланхо я первый раз целиком услышал, это в первой экспедиции. Вот в той самой экспедиции, которая была после консерватории в Амгу, вернее, еще во время консерватории. И там мы записывали целую ночь одного рядового, не выдающегося, а рядового Аланхасута, Алексея Агапова. Алтан Сабарай Бугатырь, это было Аланхо, и там было 36 песен. Это только в том варианте, который мы слышали. А вообще он говорил, что он мог бы 2 вечера, 2 ночи мог сказывать Аланхо. Но для меня это было тогда большая проблема, потому что хотелось это записать целиком, а технических возможностей тогда не было. И вот вы спрашиваете, какое мое впечатление от Аланхо. Ужасно трудно было работать, ужасно. Такое переутомление, так сложно было. Нужно было обязательно поймать эти куски, когда будет пение, начало и конец. А песни длинные в Аланхо, они больше, чем те 2-3 минуты, которые можно было тогда записать на магнитофоне. Магнитофон-то был, знаете, какой? Как патефон, его надо было заводить. Это был один из первых отечественных магнитофонов. И в самый такой момент, когда что-нибудь интересное пелось, в это время пружина кончалась, и надо было не забыть это подкрутить, чтобы скорость не упала. Вот. И надо было так, чтобы начало и хотя бы конец песни было. И вот это было страшное напряжение. Пленки у меня было очень мало, пленка была тогда очень дорогая, а мне дали всего несколько катушек. И вот это переживание, что я не успею записать, что я промахнусь, что я не запишу самое главное, да еще усталость, ночь, ой, это очень тяжело, это страшная работа, страшные переживания. Я думаю, что, конечно, проблема в настоящей аудитории. Вот той среды, которая была, и когда в это во все верили, и когда это слушали, и когда это было, заменяло все вот эти, то, что сейчас это и радио, и телевидение, и концерты, и уже письменные формы Аланхо, когда уже все известно, опубликовано, и люди повторяют то, что уже напечатано. Это сейчас как бы разрушило тот мир, в котором существовал Аланхо. А мир этот во многом основан на вере. Вот нужно верить в эту особую реальность, которая под Аланхо существует. А мы атеисты, мы живем в техногенную эпоху, мы уже почти ни во что не верим. Вернее, нам кажется, что это хорошая, красивая сказка, а мы забываем, что это представление наших предков, что мы тем самым как бы погружаемся в мир представления наших предков. И мы, если представляем, как они представляли себе мир, то продолжается жизнь Аланхо. Она не трансформируется во что-то совсем другое. Вот мне очень нравится идея, о которой вы говорили. Yeah, you know, in my dissertation, we're studying this rebirth, this revival of Alonho. And as you know, I'm very interested in this spiritual aspect. About the religious beginnings of Alonho and just the spiritual aspect of Alonho, because I'm observing that some Yakut Christians are now using the expressive capabilities of Alonho to tell the biblical story of creation. And that's very interesting. Again, it's connected to belief systems. What do you think about these new expressions of Alonho like that are coming up? Вообще для меня вот эти миры мифа и религии – это какие-то смыкающиеся области, смыкающиеся миры. Вот я говорил, что главное в Аланхо, так же как в религии, это вера.
так и наши духовные представления. И вот сам миф Алан-Хо, они тоже без вот этой веры, они тоже долго не живут. That's very, very, very interesting. Do you know of any other examples of things in Alan-Ho that seem to overlap with the biblical account? Вы знаете, мне кажется, что вот сама идея вот творения, из чего выходит мир, как он этот самый развивался, как он был создан, это очень близкие какие-то архетипические представления, которые пронизывают и Алан-Хо, и корни которых мы находим и в религиозных книгах, боговдохновенных книгах. И поэтому мне кажется, что вот когда встречаются живые ростки и того, и другого, то может возникнуть какой-то жизнеспособный гибрид, если можно так сказать. Во всяком случае, для меня вполне реально, что средствами Алан-Хо можно передать некоторые представления, концепции, вот, которые лежат в основе религиозных книг. Учение про... И не детали, главное здесь не детали сопоставления, а главное вот вера в учение, вот вера в представление, все видение мира, ощущение мира. Вот это, мне кажется, то, что сближает эти две области человеческого духа. И я готов поверить, что эксперименты могут дать интересный результат. Regarding the musical side of Alan-Ho, why do you see Alan-Ho as being interesting and valuable for this new generation? Это особый мир музыкальный Алан-Хо, и в то же время это стержень якутской музыкальной культуры. Очень трудно найти аналог такого эпоса среди других народов, так, чтобы он настолько песней был пронизан. И такая особая система выразительных средств. Целая система. Вот у меня в статье о музыкальном воплощении Алан-Хо я выстроил такую таблицу большую, где, значит, каждый герой имеет свой диапазон, свою систему образов, свои лейтмотивы. Таблица получилась очень большая, и она в том не вошла. Но в интернетной версии этой статьи ее можно видеть. Я вам ее потом покажу. Вот. И якутский эпос занимает особое место. И я даже в своей классификации как-то его как завершающий, суммирующий достижение многих эпосов представил себе. Это какой-то особый, очень развитый тип музыкального мышления, где довольно ограниченными, казалось бы, внешне средствами создается вот этот разнообразный мир, который можно слушать день и ночь.